Раз, два, 16. три. Я запустил сейчас трансляцию. По идее, нас сейчас должны видеть. У нас 10 лайков, чтобы вы понимали. 18 человек нас смотрят, нас почти смотрят, чтобы вы понимали. Ладно. 18 человек, почти все наше сообщество смотрит. Почему? 20 человек. 17 зрителей ждут. Ну, в панели управления у меня стоит 19. Скажите, слышно нас или нет? Сначала с этого начнем, а потом человек нас смотрит, нас почти смотрят, чтобы вы понимали. Ладно. 18 человек, почти все наше. 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 Ладно. 18. Что у нас есть, объясню суть того, что у нас сейчас тут происходит и что будет дальше происходить. Во-первых, всем ассаламу алейкум и валейкум ассалам, кто написал ассаламу алейкум. Сегодня мы будем заниматься тем, что будем объяснить. То есть в этом эфире батлиться уже буду я с Микаилом, то есть я уже не буду ведущим с Микаилом, как было в прошлый раз. И сегодня мы будем батлиться по фронтенду. Я буду на React.js, Микаил будет... Ой, извиняюсь, я буду на AngularJS. Я очень жалею, что выбрал этот фреймворк. Микаил будет на React.js. Мы оба не знаем вообще, в принципе... Ну, чуть-чуть что-то знаем, просто читали где-то, но не более. Микаил не знает React.js. Я не знаю AngularJS. Ну, Angular. И мы будем сейчас в процессе пытаться изучить, решить задачу, которую мы даже не знаем какую. Ибрагим с Хамзатом и Ахмедом, с ведущими, сделали задание, они его скоро нам озвучат. Вот примерно таким образом у нас будет проходить. Далее. Длиться у нас это будет все 45 минут, нам поставят время, при этом хотелось бы, чтобы Ибрагим включил какой-нибудь таймер, и чтобы на экране этот таймер иногда было видно, пока я сейчас буду рассказывать что-то. Если у тебя есть такая возможность, там, поищи сайт какой-нибудь с таймером. Вот такие вот дела. Хорошо. Далее. То есть зачем это все проводится? Давайте сейчас вкратце объясню. Мы делаем такие батлы в первую очередь для того, чтобы развить в Ингушетии информационные технологии, скажем так, и программирование, в принципе, заинтересовать людей и показать, что, в принципе, у нас есть интересные такие, скажем, сообщества и интересные задачи, обсуждения и проекты, которые мы делаем. И, соответственно, молодежь тоже заинтересовать, заставить, скажем так, изучить программирование, фронт-энд, бэк и прочее. Пока у нас, к сожалению, медленными, но уверенными шагами идет развитие IT, и надеемся, иншаллах, все дальше. Далее, если у вас есть желание, ще бізом болеющий участвует, где бізом больше дали. Вот вам возникла такая идея, что, хотелось бы поучаствовать в подобном соревновании с каким-нибудь, не знаю, там, мобильным разработчиком или с кем-то еще. Мы можем такое попытаться организовать. Если у вас есть желание, пишите в чате. Мы сделаем скоро отдельную запись. Или можете просто в чате нашего интернета написать, и там мы сделаем запись. И там мы скажем, что, типа, вот, наберем вам соперника и будем устраивать баттл по программированию. Нам пишут в комментах, что звук пропадает. Скорее всего, у Ибры там Telegram или что-то, может быть, глушит. У нас же сейчас через Ибру идет весь звук. Тут написано, видеопоток поступает слишком медленно через Ибрагима. Чувствую я, что у Ибрагима в ВК же интернет плохой. Давайте, знаете, как сделаем? А давайте через меня будем транслировать и звук оставим включенным. Окей. Давайте сделаем так, потому что я чувствую, что это повторится и будет часто повторяться. Чувствую я. Ибрагим. Давай, может быть, я тогда буду стримить. И экран печально. Есть не очень хорошая новость, это то, что... Ну, сейчас написано, видеопоток поступает слишком медленно.
М, Значит, так. Значит, так, давайте подумаем. Я не знаю, надо посмотреть, слышат ли нас сейчас зрители. Как слышат, надо проверить, потому что у меня написано текущий битрейт потока ниже рекомендованного у тебя. Ну-ка, посмотрите сейчас, как слышно. Мы что-то там, я буду говорить, типа обсуждать. Надо понять, как вы слышите, прерывается ли звук, если через Ибрагима транслировать. Хаважа, если ты будешь транслировать, ты как экран будешь менять? Вот, вот и в этом и проблема, в том, что я должен, получается, буду транслировать. И одновременно код писать. Код писать, да, и твой экран иногда показывать. Может, ты еще и ведущий будешь? Я знаю, как можно сделать. Это будет сейчас очень жестко, но я знаю, как можно сделать. Пока никто не реагирует. Да, вроде нормально сейчас. Но смотри, Ибрагим, у меня в панели управления стоит ниже рекомендованного до сих пор. И я не знаю. У меня одного виснет, сейчас пишут опять. Видеопоток поступает слишком медленно. Ну, давайте сделаем следующим образом. У меня есть хорошая идея, единственный выход, который я вижу. Я сейчас буду делать так. Я буду со своего второго экрана стримить. Но в следующий раз, иншаллах, будем это делать. Заранее проверять то, чтобы у ведущих... Может быть, мы даже не через YouTube будем делать напрямую, а через StreamYard. Вероятнее всего, будем использовать его. Вот так вот будем делать. Ибрагим, тогда можешь остановить трансляцию? Я сейчас попробую через себя протранслировать. Ну, я не знаю. Я пока вижу, что написано видеопоток поступает слишком медленно, просмотр может идти с буферизацией. Да, просто у себя OBS останови, а я у себя попытаюсь. Тут еще донаты у меня включены. Сейчас я отключу донаты. Вот это вот отключу, вот это отключу. Да оставь. Зачем выключать донаты? Донаты вообще с моего канала. Кегенах, как вам сейчас видно? Тут технические неполуоткейшн произошли. Мы пытаемся сейчас вроде бы поправить. Скажите, пожалуйста, как сейчас вам видно? Нормально ли все видно? Микки, тут за тебя топят вовсю. Да уж, я это даже заскриню. Я не знаю, кто Может, это не за него топят, а против тебя. Ибра, смотри, охренеть, вот наше спасение. Ты же сейчас, по сути, можешь сделать следующее. Я шарю твой экран, а ты будешь показывать людям, менять. Ты же, по сути, можешь это сделать. Дай-ка увеличу твой экран. Так, мне нужно сейчас расшарить свой экран, да? Я и так твой экран вижу. Сейчас я попытаюсь. Ты видишь мой экран? Да. Вот так программисты пишут костыли. Значит, покажи Нет, код. ты не можешь видеть мой экран. Вижу я твой экран. Видишь экран Я вижу Михаила. свой экран. Или чей-то экран я вижу, как кто-то видит мой экран. Ну, давайте тогда сделаем таким образом.
Давайте сделаем таким образом, что я буду иногда переключать. Я буду О, иногда... кстати, мы можем зайти в Discord, и вы оба там сделаете эфир, а я буду в Discord переключать ваши экраны. Зайдем в Discord? Погоди. Тогда придется мне стримить мой экран, чтобы видеть твой экран. Сейчас у нас, пока мы настраиваем, тут неожиданно у нас работало все нормально до того, как мы трансляцию делали. Но сейчас у нас какая-то проблемation произошла и неожиданная. И пытаемся сейчас все поправить. Зайдите в Dev Battle в этом Discord и расшарьте там экран. Здесь отключите. Ну-ка. Микаэл, отключи свой экран. В Мите или где? В Google Meet. В Дискорде. В Дискорде скажите что-нибудь. Микаэл, все. Уменьши шумоподавление у себя, Ибрагим. Я не могу в Дискорде говорить, тут прав нет, что ли? Ну тогда давай говори в Google Meet. Окей. Я просто его Я скрою. экран тут не могу, по-моему. А ты через браузер зашел? Нет. Тут, Ничего себе. походу, прав нету. Ничего себе. Вы не можете вести стрим на этом канале. Погоди. Знаешь, мы кем тебя сделаем? Давай мы тебя пока админом сделаем. Попробуй. Так, вот сейчас. Прямой эфир, девбат, чего-то там. Внизу есть вот иконка. Да, вот, пошло. Вроде бы что-то есть. А как ты сейчас будешь, Ибрагим, показывать людям экраны? Он между нами может там переключаться? Вот, я шарю экран свой в Мите. Зайди. Погоди-ка. Это мне нужно выйти отсюда вот. А в Google Meet... Ой, в Дискорде говори, Микаэл. Тебя слышно в Дискорде? У нас не слышат. Блин. Сейчас. Халаш, зайди лучше в Google Meet. И расшарь мой экран через Google Meet. Ну, я шарю свой экран, а ты монтируй. Подожди. Стоп. Как мне сейчас смотреть? То есть ты сейчас... Подожди. Сейчас тут вообще фильм «Начало» начался. Я буду шарить в YouTube твой экран, а ты будешь шарить в YouTube экран Микаэла и мой. Меня слышно сейчас? Тебя слышно в Google Meet. Халаш, зайди в Google Meet. Зашел. Вот, ты сейчас видишь Discord? Очень плохо видно. В Дискорде у тебя микрофон отключен. Да, кстати, в Дискорде у тебя микрофон отключен. Не, я его не включал в Discord. Не, у Микаэла. Микаил. Что? Мой звук есть через Meet, мне не нужен через Discord звук. Наверное. Короче, давайте так, Сардел, что мы сделаем? Discord просто давайте закроем, это сейчас лишняя трата времени будет. Я просто буду шарить экран свой, который у меня есть справа, и буду сам менять экран, и когда ты скажешь, Ибрагим, я просто буду менять экран на Микаэла. Это самое лучшее решение, которое сейчас мы сделаем, иначе мы сейчас время тратим. Я сейчас, по идее, сейчас все должны видеть вот так вот. Вот так вот. Я вообще не понял, что сейчас с Дискордом там делать, и мы на это время потратим. Значит, что у нас получается? Короче, какая-то хрень произошла у нас сейчас с Ютубом, и у нас у Ибрагима почему-то трансляция не идет. Чего вы микрофоны повыключали свои? Зайдите в Google Meet. Даже не знаю.
Ибрагим сейчас будет с другими А что, комментировать. через Discord не работало разве? Да, работало, я что-то не понял. Халаш должен был просто шарить мой экран. Там дело в том, что У качество. кого колонки, кстати, включены? Это у меня. Если Сейчас нет. я Берт вижу. Короче, Ну, давайте наверное, сделаем и так. в Ютубе еще где-то Давайте сделаем включил. так. Сейчас Микаэл включит свой Или в экран. Дискорде и Мите попробуй. Микаэл, включи свой экран. Включить звук. Микаэл. Раз, два. Микаэл. Не, все равно у кого-то эти колонки. Микаэл. У меня было то же самое, я отключил в Дискорде звук. И Меня вообще стало хоть слышно? А ты сейчас через наушники? Блин, меня вообще не было слышно, микрофон был отключен. А меня слышно? Да. Да. Нормально. Я, оказывается, все время с вами разговаривал с выключенным микрофоном, и вы меня по классике игнорировали. Огромное вам спасибо. Давайте тогда сделаем так. Микаэл сейчас включает свой экран. Он включен в Дискорде или где? М, В Мите? В этом. В Google Meet, да. Google Meet, окей. Мгм. И Так. я сейчас делаю так. Вы замените. Вот я включил. Мгм. Хорошо. Теперь я сделаю таким образом. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Захват экрана. Захват экрана. И тут я поставлю экран вот этот вот. И по идее сейчас должно быть следующее. Угу. Это мы уберем. И сделаем тут таким образом. Захват экрана. Вот так. Один экран. Тут будет второй экран. Вот так идти. Вот. Я буду сам менять экраны с одного на второй. То есть сейчас, вот сейчас стримится мой экран, а сейчас будет стримиться экран Микаэла. И у вас сейчас будет вот это вот все видно. Попытаемся, наверное, так сделать. Это единственный выход, который я, по крайней мере, сейчас вижу. В следующий раз нам нужно будет немножечко с этим подготовиться. Тогда что? Давайте я сейчас вкратце объясню, что у нас происходит, те, кто подключились, и там уже постепенно разберемся. Что получилось? Получилось так, что теперь я буду стримить свой экран и буду стримить экран Микаэла. При этом обсуждать будут, диалог вести будут Ибрагим Хамзат Сайнароев, Ибрагим Аушев, Хамзат Сайнароев и Ахмед Тимурзиев. Они, по идее, сегодня будут ведущими. И, в принципе, все. Так что вкратце хотел сказать, из-за того, что у нас технические неполадки произошли, если у вас есть желание поучаствовать, пишите в чате. Если у кого есть, без проблем, найдем, придумаем. Начинающие, не начинающие, кто бы это ни был. На этом все. Я больше разговаривать не буду. Слово передаю Ибрагиму. Ибрагим. Всем ассаламу алейкум. Все, я взял слово. И сейчас я вам обоим скину задачу. Халаш, ты можешь его открыть? Ты в Телеграм Можно скинул, да? Да, в Телеграме тебе скинул. Сейчас Мики тоже скинул. Сейчас Телеграм. Угу. Это получается, Ибрагим, вот так вот. Вот. Ага. То есть... Можешь его открыть, чтобы я... мы прокомментировали да, задачку? вижу. Я открыл. И зрители вроде видят. Да, мы все видим. Задача у нас очень простая. Есть точка доступа, точка входа для IP-шки, где мы получаем данные, и есть какие-то чекпоинты, что им нужно сделать. Это вывести категории и все ее блюда. Если сейчас Халаш откроет, то он увидит структуру IP-шки. Покажи примерно, как выглядит API-шка. У тебя не стоит это расширение. Понял. Это не Халаш, это мой экран, по-моему. Сейчас вы увидите.
Да-да, мы сейчас видим экран этого Михаила. В смысле, вы сейчас должны видеть мой экран. Вы сейчас что видите вообще? На Ютубе сейчас идет трансляция моего экрана. Просто в Ютубе тебе надо будет смотреть. Все, вижу. Ты сейчас просматриваешь эти блюда, да? Да. Ну вот сейчас смотрю JSON, который ты скинул. Угу. Вот. У нас есть, в общем, JSON, это JSON категории, и у нее есть какие-то определенные блюда. Им нужно их вывести и делать с ними разные манипуляции. Там фильтрация, вычислять какие самые наименьшие стоимости и так далее. Они будут соревноваться на разных технологиях. Михаил будет работать на новой для себя технологии, это React.js, а Хаваж на Angular. У вас есть какие-то словечки, что вы можете сказать по поводу этих технологий? Они же новые для вас. За что мне это наказание могу сказать? React.Sila, Angular... Да. Angular дно, я вот скажу так, и я даже немного жалею, что выбрал Angular. Но с другой стороны, для меня это будет опыт. То есть, с другой стороны, для меня будет опыт, и нужно попробовать. У вас есть мысли, как вы будете вообще делать? Ну, вот сейчас вы нет, ознакомились. Вот ноль. Заданий. Я не знаю, как в Angular мне сейчас это сделать. Я буду в процессе сейчас это изучать. Я знаю, что в Angular есть возможность какие-то там декораторы использовать. Что-то там делать, есть такая штука. Но мне сейчас придется разбираться и параллельно это задание делать. Ну, попробуем. Да. Попробуем. Я по-любому попытаюсь выиграть Михаила. Ты Что у вас обязан. на это 45... У вас на это будет 40 минус 5 минут. Ну, Так что можете Почему увидеть. 40-5 минут. Нет, бы минус. попросил. Это именно минус. Так в описании вы писали 45 минут. Ну, мне без ну разницы. просто отнимем 5. Что дальше получается тут? Может, 50 минус 5. Смотри, получается, нам нужно сделать следующее. Вывести категории и все ее блюда. Да. Это получается вот этот JSON. Сделать возможность сортировки по количеству блюд в категории. Ага. Сделать поиск по блюдам. Это только по названию. Да. Мгм. Но не обязательно настолько заморачиваться. Только Ага. по названию. Вычислить самую наименьшую стоимость блюда. Значит так, это что у нас получается? А где стоимость выводится? Food properties. Food properties. А что такое PD? Что за PD? Это Это название категории. PD со свининой категория. и хрустящей. Не, подожди. Это уже... Название это описание. Уже не Да, это отважишься. уже название... А, Не, это название категории. Я просто пытаюсь вспомнить, что это. Да, это название категории. что нужно сортировать тут? В каком смысле? По прайсу, Ну, типа по по прайсу, да? названию сортировать. Не, там. нужно, вот ты сказал, Можешь открыть задачу? вычислить самую наименьшую стоимость блюда. Да. Это да. нужно найти объект, в котором... то есть мне нужно в каждом объекте найти food properties и оттуда вытащить... а что такое food properties? Это получается... Property это и есть еда какая-то, а вот самый родительский элемент это категории. Нет, смотри, тут как сделано. Есть категория, у нее есть food properties, и у food properties есть несколько properties. То есть это, например, если была бы пицца 30 сантиметров, 50 сантиметров, то это properties, получается, определенного блюда. И у каждого у нее есть своя цена и так далее. Понял теперь? Хорошо. Объясни нам, по какому свойству определить наименьшее количество? По properties price нужно определить? Да, Ну да, по прайсу ты вычисляешь самую наименьшую цену. блюда. Ага. Сделать возможность выбирать количество итемов на странице. Это что значит? Это пагинация? Не, ну, например, ты видел в таблице, ты можешь указывать, сколько элементов ты хочешь видеть в таблице. Да. Там 10, 20, 30. Ага. Блин, больно. Сделать возможное количество итемов на странице, вывести число блюд. Все делать. Что? Шестой. Можно что-то из этого выбрать. Хочется Ну да, все не обязательно попробовать. все делать.
Да. Мы будем проходиться по чекпоинтам, что вы сделали. Вывести число блюд в каждой категории. А где категории у Да. нас тут? Это вот это вот. Или Зайди. что это? Категории. Вот. То, что он находится в дата, это все категориях ваш, салаты и так далее. Food properties это уже блюда, которые находятся внутри категории. То есть получается, это категория, и внутри нее есть товары, Да. блюда, и в каждом Да. блюде есть Свои property, properties. у которого есть новая цена и старая цена, и описание Да, каждого блюда. Ага, ты понял, Микаэл? Ну да, в принципе, понятно. Только Только непонятно, смотри, по заданию там он написал первый пункт вывести категории и все ее блюда. Ну да, смотри, сначала вводится название категории, и под ней все блюда, которые в ней находятся. Я их могу немного пример. будет, наверное, если нет? То есть, смотри, получается, если я буду сейчас рисовать, получается, есть категории, вот, да, типа такого, и тут будет каждое блюдо. Типа того, да? Смотри, примерно я представлял себе это вот. Но если ты зайдешь именно на сайт, не api. А убрать вот этот поддомен API и зайдешь просто на доставку, на newdostavka.com, Зашел. то ты увидишь, как это. То есть Вот, вот, видишь, сначала вводятся категории, там количество айтемов, ну что-то типа такого, короче, вам нужно. ага. Конечно, Оценка, сверстка, хорошо. Оценивать будем код, подход и сколько чекпоинтов вы сделали. Хорошо. Я знаю немного и Angular, и типа React.js, а Хамзат знает вроде бы React.js, поэтому оценить код нам не состоит вообще никакого труда. Мгм. Особенно подход. Будет интересен подход, как вы будете это делать. Понял. То есть наша задача... В каком сайте ты открыл JSON? У меня это, расширение есть. Да, там есть расширение, которое форматирует JSON. Да, в Google Chrome. То есть наша задача получить вот эти вот категории продукты и максимальное количество чекпоинтов выполнить. Хорошо. Тот, кто выполнит максимальное количество чекпоинтов, тот и победил, тот и молодец. Конечно, молодец. Да. Ага. Хорошо. Тогда что получается? Больше никаких добавок к заданию нету или это все? Ну вот видишь, тот Хамид тоже отмечает, что 40 минут это очень мало. Возможно, 45 будет достаточно. Микаэл, как думаешь, 45 или 40? Не-не, Я давайте думаю, 45. Как хотите. Мне без разницы, 40. но не больше Всё. 45. Да, давайте уже, Ну, в когда любом мы случае, дойдем. по количеству чекпоинтов же будем оценивать. Да. так что Значит давайте так, успеем. смотрите, Типа- не щадите. Если я даже Всё. один чекпоинт не выполню, плевать. Я проиграл. А с чего ты взял, что мы тебя щадить будем? Ну, мы проверим сейчас, что вы будете делать. Значит, что получается тогда? Получается тогда таким образом, мне бы хотелось бы сделать следующее. Я, Так. знаете, что делаю? Я ваш звук отключу. Нет, тогда вас не будет слышно им. Ладно, хорошо. Тогда давайте звук оставляем, и вы мне еще будете мешать, и я буду параллельно делать задание. Ты можешь отключить звук у вкладки. Если ты зайдешь на вкладку. Не-не-не, если отключу звук у Или вкладки... просто у себя звук сделать поменьше? Ну да, если он отключит звук на вкладке. Погоди. А разговаривайте сейчас, говорите. Раз, два. намерен Вот, отступать. кстати, вот это вот хорошее решение. Скажите, пожалуйста, в чате, вы их слышите? Скорее всего, они нас не слышат. Почему Слышно ли вам должны? то, что сейчас говорит? Потому что я их не слышу. Вот, Мусор пишет, что нас слышно. Слышно ли Ибрагима, Хамзата и прочих? Слышно, да? Меня слышно? Вот. Что я сказал? Мухаммад Круто. прям Марко. болеет против тебя, Халаш. Все, тогда сейчас включаю себя звук. Они вас слышат, но я вас при этом не слышу. Всё. Тебе крышка, Халаш. Я знаю, Мамат, я знаю. Тогда что? Тогда я у себя звук отключаю. Когда я буду нужен, в Телеграме просто мне напишешь. Хорошо. Все. Тогда как начинаем? Ровно 20:35 или начинаем... Можете прямо сейчас? сейчас начинать сразу же. Ну, все, тогда я начинаю и звук Включай отключаю. обратный отсчет. Таймер Таймер. Кстати, таймер. Получается, мне его теперь нужно включить. Counter Strike. Так,
Кто-то хавать пошел, пацаны. Азиев, Муртаз. М, У нас в ща мы чатике найдем. много Азиевых. Да, Подряд прям кстати. сообщения идут. Биат Азиев, Муртаз Азиев. За тебя, кстати, еще Микаэл. Микаэл топит Группа весь поддержки. Ростов. Микаэл тоже почему-то Азиев. Что-то Брат, совершенно случайно. Это Странное совпадение какое-то. Надеюсь, никто не Так. скажет, не думай, а то ну, уже надоело. Вот. Скажите, вы случайно не еврей? Нет, абсолютно не случайно. Значит, я ставлю 45 минут. Таймер. Да. И его сейчас, знаете, как даже сделаю. Я его возьму вот так вот. Скрою. Тут включу... Сейчас давайте начнем прям 20:35. Тут включу окошко. Выберу тут обратный отсчет. Есть возможность закрепить его, чтобы было постоянно видно? Да, вот сейчас хочу это сделать. Мгм. Хаваш, а ты можешь настроить у себя на полотне так, что ты можешь сложить сразу два экрана? Твой и Микаила. Можно, чтобы мы конечно, так сделать, но проблема в том, что... Нет, нам будет видно текст очень мелко, если два экрана. Да, то есть... Да тот же, мы-то будем комментировать, что происходит, мы-то в любом случае видим. Ну, а другие-то не видят. Но Вы-то, может, зрителям будет видите. плохо видно тогда, если одновременно два. Да, Лучше по очереди. Хорошо, зрителям... давайте. Не, просто Хаваш будет отвлекаться, типа, Да ладно, ничего, он... ничего страшного. Я все Ничего, равно, это я дополнительное все равно усложнение. не рассчитываю на победу, но хотя бы не на разгром. Я вот так вот сделаю. Вот так вот увеличу. У меня тут есть заготовленный текст, что Хаваш у нас фаворит, а он такой. Сейчас сделаем его вот так вот. И теперь я... Тут получается, вы сейчас будете видеть вот эту вот часть. Да. И мне нужно сделать. включить Google Meet. Мне нужно включить Google Meet. И нужно сделать share вот этого окна. Сейчас все будет красиво. Сделаем share второго окна. Вот это вот. И сейчас вы должны видеть экран вот этих ребят. И должны заодно видеть... Это мой экран сейчас там стоит, по-моему. Да, твой экран стоит. И сейчас Прикольно. они будут видеть окошко. Будут видеть таймер. Таймер. Микел там уже, наверное... Нет, я включил Нет? YouTube. Микаэл уже закончил. Сейчас, если у меня сейчас не получится, то ничего не поделать. Ильяс Курскиев пишет, что, мне кажется, за 40 минут они не успеют. Дело в том, что им не нужно закончить все чекпоинты. Да, Сколько им нужно успеет за просто как 40 можно минут? больше. Да, как можно больше. Ну, что получается у нас? Я буду тогда вот так вот делать. Я лучше ничего не придумал. Время сейчас начнется. Через Время пострелять. секунду. Все, я запускаю таймер. Микаэл, начинаем. Все. Всё, пока. Ладно, я звук отключаю, чтобы вы мне не мешали. И пойду. Всё. Сейчас вы видите экран Микаэла. А я пока попытаюсь запустить Angular. Итак. Анна, подскажите, пожалуйста, нас Кто-то слышно уже сейчас? начал. Меня и Хамзата Говорит, что слышно? не слышит. Не-не, нам нужно понять, слышит ли нас чат. Все, Чат нас слышит. слышно. Итак, Микаэл уже начал кодить. Я, кстати, вот хотел отметить, что Хаваш выступает здесь фаворитом, потому что, ну, не признать его фаворитом было бы нечестно, потому что он уже столько лет на фронте, и нужно просто признать, что Хаваш в да, качестве но- фаворита из-за его огромного опыта. Но опять же, Angular, он синтаксис у него очень отличается от React. Ну, это да, синтаксис отличается. По крайней мере, Хаваш говорит, что давно на нем не писал.
Но все равно концепции, подход общий все равно. Да. Просто синтаксис разный, а плюс Да. у Михаила в том, что он писал огромное количество бизнес-логики, потому что это все-таки бэкэнд-разработчик. И ему в этом плане, возможно, он дальновиднее, скорее всего, будет, потому что, когда ты пишешь огромное количество бизнес-логики, ты что-то должен уже предугадывать. И мы видим, что именно сейчас... React попроще в плане синтаксиса. Тем более, если нет задачи подключать, если не нужно подключать сторонних каких-то библиотек, то попроще все-таки, чем Angular. Нет, тут не нужно, кстати, подключать сторонние библиотеки, даже тот же Axios, можно просто обойтись скретчем. Поэтому я думаю, что Микаэлу будет попроще. Не, но вот Микаэл сейчас, скорее всего, будет, исходя из одной статьи, устанавливать Axios. Хотя нет, код Sandbox, я думаю, там уже все это есть. И Микаэл уже готов сделать свой первый запрос копишки. Сейчас увидим. А тут все-таки в чате так болеют против Хаважа, что он не может нас подвести. Он должен проиграть в пух и прах. Микаэл, скорее всего, сейчас запутался немного, потому что ему говорят, что у него не подключен dependency. То есть зависимость. Так. Да. Я надеюсь, он нажмет на Add Axios Dependency. Он хочет подключить Axios, а это сторонняя библиотека, он не может ее установить. Да. Не, может, но он об этом не знает. Может. Ему нужно пользоваться... Но я не знаю, код Sandbox предоставляет такую функцию? Конечно. Для этого же NPM нужен. Там не, можно. NPM, вот видишь, да? Там слева можно подключать какие-то зависимости. Ему нужно только там указать Axios. Мы через это уже проходили. Видимо, Микаэл думает, что Axios встроенный. Ему нужно клетч использовать, да? Я думаю, он сейчас допрет нажать на кнопку Add Axios Dependency. Что я вас слышу? Читер? Блин. Dependency, где тут? Не, видишь, справа у тебя написана кнопка Add Dependency. В этом, там, где ошибка. Не вижу. Справа. Вижу. Вот. Пока Хаваж не слышит, да? Или ты можешь... все, красиво. Ладно, не подсказывай. Ты можешь отключить наш звук. Also, contains a sample JSON structure of people names. Кстати, Ибрахим, мы можем увидеть экран Хаважа? Нет, пока Хаваж нам его не продемонстрирует. Not JSON. Какой хитрый. Кажется, он заново стартанул. Хаваж предусмотрительный. Хаваж предусмотрительный, да. Тут с вашего чата кто там на English базарит? Как будет на английском, кто там на English базарит? Или... Давайте не будем просто. Блин, у меня была заготовочка. Короче, оцените мою заготовочку. Что обычно программист говорит, когда передает задачу тестировщику? Есть предположение? С багом. Ну да. Если, конечно, это хороший программист. Желает ему хорошенько помучиться, да? Нет, не в этом была шутка. Тут игра смысл. Все. Да. Молчу. Так, чатик, оцените мою заготовочку. О, я вижу в чатике Замира Байтишева. Замир Байтишев – это великий программист, ребята. Вы бы знали. Великий? Замир. Замир. Не тот ли это Замир? Который за войну? Что? Именно тот Замир, который за войну. Да, помнишь, он тебя еще собеседовал, уже, скорее всего, должен был. Да, там должен был быть Аушев Ибрахим, который подключился и молчал. Тут Микаэл уже идет не тем путем. Он, скорее всего, перепутал компонент функциональный с компонентом классовым, потому что он должен был использовать hook useState, если Микаэл нас слышит. Тут в чате Хаважа показать. Вроде подозревал про этот useState. Опять получилось, что... Да, Микаэл, ты должен использовать useState. Вот загугли сейчас useState.
Да, я уберу наушники, а то нечестно будет. Немножко Да не-не-не, подскажите. подожди. Ну, так, в общем, Михаил у нас гуглит в прямом эфире. Если бы так можно было на экзамене. Так можно? Наушник берешь и... Так, тут просят не подсказывать. Так, мы же не знали, Ну, что Михаил правильно. слышит. В чем тогда интерес? Слышит нас? Хаваш тоже слышит? Если нет, то Вот можно это говорить вопрос. видео. Ты сам говорил, что Хаваш предусмотрительный. Он просто молчит. Но он еще не показывает свой экран. но Мне очень интересно, что там у него происходит. Сейчас я ему напишу. А ты можешь ему Почему? написать в чатике? А в Ютубе канал же, экран чей Не-не-не. расшаренный? Микаила. А, это Микаэла, да. Да. Надо как-то дать знать Хавашу, чтобы он переключил. Да, сейчас я ему напишу. А тут мне Замир в личку пишет, покажи Хаважу, но тут у нас вышла небольшая заморочка, что почему-то мой интернет оказался очень слаб. О, все, мы видим экран Хаважа. Хаваш у нас пишет уже на Angular. Тут синтаксис очень похож на Nest.js. Хаваш по видосу делает. Так, а где мы его видим? Я его не вижу пока. Какой хозяин, такой интернет, пишет Замир. Спасибо, Замир, за оскорбление в личке. В общем, так. Хаваш решил вот так вот. Так, Хаваш использует декоратор inject table, но, скорее всего, он ему здесь даже не нужен, потому что он собирался инжектить? Скорее всего, он будет инжектить HTTP клиент. Да. Для этого ему нужен и inject table. Кстати, вот обратите внимание, какая разница на React и на Angular. То есть тут уже подход более OP-шный, то есть используются какие-то вот эти паттерны, там, например, первый паттерн этот, нет, даже нет. Solid он есть. Dependency injection, да? Но в трансляции на Ютубе мы не видим Хаважа. Почему? Видишь? У меня Микаэл. Нет, ты, скорее всего, ты смотришь Meet. А может. Нет, у меня открыта вкладка YouTube. А ты посмотри, ты на какой минуте, потому что я уже на последней. Может, у тебя опаздывает. Возможно. О, Хаваш решил пойти даже более дальше. Он начал на TypeScript писать, но, скорее всего, это Angular его заставляет писать на TypeScript, и Хаваш написал свой первый метод fetchData, который, по идее, должен возвращать данные с API-шки. Да нет, Замир, тот. Немного запаздывает у меня трансляция. Так, мы видим, что Микаэл все еще разбирается с хуками. Нет, ты не можешь видеть Микаэла, сейчас видел Хаваш. Не дезинформируй. Я в Мите смотрю. Не, подожди. Тут друзья-то наши видят Хаважа. И Хаваш я параллельно комментирую, что делает Микаэл. Все. Да, Хаваш. А что делает Хаваш? Так, тут пишет, что музыка мешает. У кого музыку? Нет, не у меня. По идее, нет музыки. Может быть, это Хаваш включил. Это... Видеоурок. Скорее всего, это музыка из видео. Которая смотрит Хаваш. Ну, вообще-то у него не получится. Я написал Хаважу. Он видит. Так как я получше разбираюсь в React, чем в Angular, я тут посмотрю, чем занимается Микаэл. Так. Микаэл все-таки подключил useState, hook. Получилось у него его подключить. Так. Он собирает запрос.
Да, видимо, действительно у Микаэла сложности с реактом. В общем, Хавас у нас гуглит какие-то лайфцикл методы у своего компонента. Да, чтобы сформировать запрос, наверное, и получить данные. Не, как раз таки вроде запрос он сформировал, то есть Так. у него есть компонент, у которого есть property data, и оно изначально null. Я бы на самом деле изначально сделал бы пустой массив, потому что он будет получать массив из API-шки. Поэтому тут логично было бы, наверное, сделать просто массив пустой. Так. Держат напряжение, ребята. Хотелось бы уже узнать, что там у Микаила, какие у него там уже продвижения. Я отписал Хаважу, что нам нужен Микаил. А вот. И Микаил у нас написал свой первый компонент. Опять же, ошибка у Микаила сейчас в том, что он написал конструктор, но это функция. Да. По-моему, он пытается совместить классовые и функциональные компоненты. Да. Это очень забавно, на самом деле. Я тебя слепила из того, что было. Что программисты только не придумают. Так. Какой же странный пример сейчас он смотрит? В методе render useState. Это еще классовый компонент, причем. Да, он очень хочет странно. подключить хуки, но, видимо, он не знает про Да, разницу он между попадается- классовыми и функциональными. Он попадается на какие-то очень странные статьи. Нет, он открывает рандомно, но там нет в коде предложенном нет подписи, что это классовая компонента или функциональная, поэтому это его запутало. Да, это да. Посмотрим, к чему это в итоге приведет. Ну, вот эта статья, она не дает какого-то понимания, как это должно работать. Микаилу сейчас нужно просто использовать hook useState и в методе, и использовать hook useEffect. И в useEffect сделать запрос и заполнить данные useState. Will then своего. contain the observable. Start rendering our app component HTML file and start. Надеюсь, он нас слышит, потому что... Так. Решил он все-таки... Все, от конструктора избавились, ошибок тоже нет. Нет кода, нет ошибок. Простая истина. И теперь Микаил думает, set state. Он подсмотрел этот метод в хуке. Где? В документашке, точнее. Но там он немного не так описан. Вот если бы он просто взял бы этот код... Ему нужно под себя его подстроить. Да. Но, скорее всего, его запутало вот этот set state. Set state его запутал. Да, он опять использует обращение из классовых. Но тут нужно сначала понять, что у функционального компонента не может быть типа состояния this, контекста this. И он не понимает, что значит вот этот useState. Я понимаю, Микаила, у меня такие же вопросы были, когда я только начал изучать React. А когда там еще и появились эти хуки, все, прощаю все мои знания. А потом санки, а потом саги. Обрати внимание, что Микаил гуглит только на английском. Вот он, огромный опыт. Кстати, да, на английском. Я как-то не обратил внимания сразу.
А вот бэкэндер видит бэкэндера издалека. Уже понял, что в русском сегменте ничего не найти. Ну да. И знаешь Русскому еще да. какой плюс гуглить на английском? Ну, То, что кстати, даже по русские React, сайты типа блюдя. почему? По React, кстати, можно найти и на русском уже сообщество русскоговорящее большое. Да, но у меня уже Многие проблемы можно решить, найти решение. Не все, конечно. Ну вот сейчас Михаил опять нажмет на 2018 год, а уже 2020 год. Тогда еще, наверное, были актуальны все эти... Контейнерные Обращаю внимание, компоненты, Михаил у нас презентационные. увлекается футболом. Также сериал этот с Харламовым, как его, заключенный, или как там было. Итак, интересно, сколько времени осталось? Давайте пока что Прошло. почитаем чатик. Потом мы игнорируем чат. Что тут пишут в чате? Давайте. Так, Арчер Сабер пишет, если вы PHP-шник, то русского вам хватит, а иначе only English. Не знаю, я на PHP гуглю только на английском. Мархиев пишет, давайте Хаважа покажите. Сейчас я ему отпишу. Репли и вот так. Все, отписали. О, тут Замир очень красивый комментарий оставил. Михаилу надо по урокам Хаважа делать. Самое интересное, что Михаил за день до этого... да. За день до этого в чате писал, что он... Да, согласен. Так, Берт у нас говорит, что на английском говорит чувак из ролика на Ютубе. Обрати внимание, что Берт пишет чувак. Берт, ты вообще откуда? Да. Ты точно с Ингушетии? Чувак? Какой чувак? Может, вот тут Хонг пишет, может направить Михаила? Это мы уже несколько раз направили, поэтому А ты можешь ему несправедливо получится. примерно в чате написать, типа, Михаил стоит там, использует по-другому. — 27 минут Тут осталось, чё? пишет Ахмед. Тут. Все, я понял. Вот этот комментарий, кто на английском базарит. Это получается у Да. Хаважа, кто-то говорил на видосике. Да, Дайте видимо, да, он подсказку, пишет. смотрит не свой урок смотрит по Ты можешь... ангуляру. Хамзат, а ты сможешь направить Михаила на нужный путь? Дать ему подсказку? О. Сейчас посмотрим. Тут просто... Тем временем Так, Хаваш уже Так, сделал он свой всё-таки- первый запрос. да? Да. Но Давайте то посмотрим. мне казалось, HTTP-GET Да. должен вернуть какой-то промис. Он же не может сразу же вернуть ответ, по идее. Посмотри, насколько далеко ушел Angular. Уже 10. Это как Windows. Интересно, они тоже пропустили цифру 9? Ну, есть у них заморочки всякие. У японцев, например, какие-то несчастливые цифры, которые они пропускают. Вот так вот, значит. Абу-Бакр просит не подсказывать. Все, и еще столько этих восклицательных знаков, но это грубо. Да. Это грубо. Я, если честно, испугался восклицательных знаков. Знаешь, восклицательные Когда- знаки в тексте, Когда это будет не баклиться Абу-Бакр, мы тоже не будем подсказывать. Хорошо, что Вот, точки вот. ставят. Да, согласен. Весь цикл жизненный. Что за мир? Скажи, что Михаил пишет свой фреймворк. Ну да, это было похоже на это. Да, кстати, Get собственный choice. фреймворк — это здорово. Это Хаваш там? Да? Основа Angular. Да. Надо было открыть тотализатор и принимать ставки. Ты бы на кого Кстати, поставил? вот тебе задача, предложение для стартапа. Хорошее предложение. Думаю, на это можно заработать. Там ошибку Value. Skype
Subscribe, yes. Ну да. Subscribe. Это еще на Хабре. Представь, уже не работает код, который ты копируешь и вставляешь. Это мы вообще до куда дошли? Интересно, неужели там настолько нужно заморочиться, чтобы сделать запрос? HTTP get, Ну, с request. незнакомой технологией, конечно, это сложно. Да, Хотя не, Хаваш это понятное говорил, что дело. он, по-моему, тестовое писал на Angular. Или Не, я помню, у пэт-проект какой-то. него был стрим, где он на разных технологиях делал одну и ту Он же тудушку задачу. писал. Это был, да. Да, тудушку он писал. Значит, у него есть какие-то знания синтаксиса. Причем практические. У Хаважа синтаксическая ошибочка пишет Замир. Так может ты ему подскажешь, Замир? Вы же в одной команде. А может, он в Телеграме ему уже пишет. Конечно. Сделал ставку на Хаважа, поэтому... Не, мы бы увидели, если бы Хаважу кто-то писал что-то. В этом плане Хаважу сложнее. Мы-то не видим, кто-то там не пишет. Почему увидели бы? Может, у него... Не, ты же видел, когда я отправляю ему сообщение. Может, у него отключен Телеграм на компьютере? Хаваж с синтаксической ошибкой, надо подписаться на него. Так. Выводит консоли Хаваш, чтобы проверить, что к чему. Так, давайте пока что на Микаэла посмотрим. А как дела у Микаэла, да? Вот, сейчас я напишу Хаважу вот так. Сейчас вы увидите мое сообщение. 1, 2, 3. Сообщение приди. Точки. Мы с Хаважа понимаем по спалу точек. Так, у нас Микаэл уже... Я даже не знаю, что это. Он что пишет на этом. Ибра, Да? Можешь подсказать, сколько времени осталось? Когда мы последний раз спрашивали, оставалось 27 минут. Около 20 минут осталось. Всё, Замир понял. пишет, что он пропустил одну букву. Это такая боль. Микаэл, давай мы тебе немного поможем. Покажи свой код. Да, У пожалуйста. тебя дело в том, что ты совмещаешь два подхода, типа классовый и функциональный компонент. А как Вот мне видишь, у тебя... классовом перенести Смотри, вот эти из Axios во вьюшку? JSX. Вот, напиши const. Вот здесь же? Да, не, внутри своего компонента. Ну так это же внутри? Или вот Да, здесь? вот, да, const. И теперь объяви массив Вот пустой. здесь? Не, в массиве, там, где ты написал const на 8 строчке. На 8 строчке. На 8 строчке. Да. Const. Просто там отсылка. Да, дата и set data, например. В массиве. Да, это получается, ты этим константам присваиваешь какие-то возвращаемые значения, то есть дата и set data. И равняется UseEffect. useState и пустой массив, то есть у тебя изначально пустое значение, это initial state. Далее тебе нужно в useEffect сделать запрос, именно в useEffect. И в dependency вторым аргументом передать пустой массив, потому что у тебя, по сути, не нужно сделать re-render. Ничего не понял. Вот видишь, теперь вместо this.setState тебе нужно просто сделать setData и передать туда свой response.data. Надеюсь, нас чатик прости. Вот, да. Во. Но теперь тебе этот код нужно обернуть в еще один хук. UseEffect. Это метод жизненного цикла. Use чего? UseEffect. Он принимает себе callback функцию, которая отрабатывает, когда твой компонент только загружается или обновляется там. Да, вот UseEffect. И он принимает callback. А вторым параметром он принимает зависимости. Например, когда нужно перерендерить компонент? Тебе его не нужно, по идее, перерендерить, поэтому тебе нужно всего лишь передать сюда пустой массив.
Ну, или указать зависимости дата. Укажи теперь зависимости свою дату. Не-не-не, сегодня Да можно не пустое указывай, потому что... Да-да, оставь пустой, потому что у тебя тогда будет перерендериваться компонент всегда, когда он будет получать данные. Все, вот так. Все, дальше мы не подсказываем, дальше уже все. Все, благодарю. Давай. Отключи наш звук. Ему нужно Потому что мы пройтись сейчас мапом. будем... Конечно. Loop in React. Что это? Что значит loop? Да, действительно, что он ищет? Он, скорее всего, хочет как-то... Видимо, он хочет полученный массив промапить и Скорее всего, отобразить его. Да, вот он. мы уже поняли, чем будет заниматься Михаил. Нам интересно, чем там занят Хаваш. Так, а чем у нас занят Хаваш? Хаваш у нас уже пишет стиль. О, Хаваш уже получил данные. О, он То уже есть, стили пишет. конечно, Хаваш уже получил данные. Да, хотя чат болеет против него, но у нас есть... Вот, тут пишет, сейчас подскажите Хавашу, но Хаваш уже сделал полдела, он получил данные. То есть ему их всего лишь сейчас нужно вывести. То есть вывести все блюда и какой-то определенный код. А данные у него уже есть. Мгм. Алейкум ассалам, Бага Барчиев. Но если уже Хаваш пишет стили, значит у него Он первый, уже разобрался. первый чекпоинт уже выполнен. Конечно. Хаваш молодец в этом плане. Я же говорю, Хаваш фаворит. Потому что столько опыта на фронте, это прям... Это заслуживает уважения. Это заслуживает фаворитизма. А тем временем Микаэл все-таки начал мапить полученный массив. Посмотрим, что у него получится. Да, интересненько. Так. Кстати, А вот давай насчет... Хаважу подскажем неправильно. Давай не будем этого делать. Кстати, вот я хотел... Тебе сказать замечание что-то про сделали, Михаила. Ибрахим. Тебе уже делают замечание, что ты не беспристрастный. Так, Вот Замир, ты какой. в следующий раз будем батлиться с тобой на бэкэнде. На ножах. В CSGO. Кстати, вот интересная ситуация была у меня с Михаилом. Я когда только первый раз писал статью в этом интернете, то Михаил заметил такую вещь. Вот у меня просто всегда была теория, что вот люди, которые в основном пишут бэкэнд, они, видят чуть больше, чем остальные, потому что, столько, типа, бизнес-логики там кроется, все дела. И вот я только написал статью, и Михаил мне пишет, ты, скорее всего, искал вот эти нижние подчеркивания, и типа, он подсказал мне, как их, типа, вывести. То есть это некая холистика, так сказать, потому что он единственный увидел, что чего мне не хватало в этой статье. Это было очень... Берт призывает забавно. остановить Хаваша зачем-то. Видимо, ему как дизайнеру больно видеть эту стилизацию. Берт, мы не можем его остановить, так что терпи или закрой глаза. Так, тем временем Замир у нас сдается. Выключить свет Хаважу. Это локальный мем. Знаешь, Замир, его не поймет никто. Это Берду Кому повезло, интересно, что мы Берду с Хаважем повезло, что он не делаем... видит стилистику моих проектов. Там просто... Не буду говорить. В общем, там все плохо с дизайном. Я не знаю, зачем Хаваш зациклился на этом моменте. Я бы сначала вывел бы все эти данные, сделал бы как можно больше чекпоинтов, и затем уже занялся бы этой версткой. Видимо, Я, если честно, ненавижу видимо, это привычка идти пошагово. И он сейчас пытается Хаваш у нас пишет выполнить этот категории шаг. метод.
Он пишет... Я понял, что хочет сделать Хаваш. Все. сортировку. Не-не-не, он хочет, чтобы по клику выводились все блюда определенной категории. Вот для чего он сначала вывел Да. категории. То есть он сейчас будет доставать по клику все категории определенные, все блюда определенной категории. Да, Вот точно. для чего все это затеивалось. Вот он сейчас смотрит на JSON-чик. Мгм. Может, мы сейчас уже тогда посмотрим Михаила тогда. Сейчас вы Давай увидите посмотрим. волшебную точку. Микаэл все еще Вот докидал. бороздит по Stack Overflow. А почему Я мои думаю- сообщения не доходят? Я думаю, этот стрим можно назвать «Как возненавидеть React за один вечер». Это да, блин, на самом деле это очень страшная штука. Вот так возненавидеть. Ну, Так, с я одной отправил точку стороны, Хаважу, но он не видит. Отправь 2. Так, мы сейчас кого видим? Мы сейчас видим Хаважу. Так, отправлю еще раз точку. Вот. Мы видим Хаважу до сих пор. Так, да, видимо... дошла вот точка. переключил. Нет, не переключил. Итак, чем у нас занимается Так. Михаил? А Михаил у нас, Михаил обращается пытается к промапить Кроксу. массив. ну да. Так, нам сейчас нужно подсказать Михаилу, что ему нужно обратиться к дате, и у него есть Да. категории. Он Да, пытается сохранить в переменную категории. Вот. Категория. Хорош. Нет, сейчас ему нет, говорят, без- что... Он написал этот. Он опять классовые впутывает. Да, нам нужен... Михаил, ты нас слышишь? Блин, надеюсь, нас Михаил слышит. У него ошибка в том, что, видишь, Да, у него он категорию. изначально пустой... Да. Не-не, у него пустой массив, но он при setData засовывает в этот setData, который изначально массив, объект, у которого есть категории. И когда он обращается к дата категории, когда происходит только Да. первый рендер компонента, компонент еще не знает, что есть какие-то категории. И это нужно сейчас подсказать Михаилу. Я отключил звук, потому что клавиши бьют очень сильно. У тебя, кстати, механическая клавиатура? Ибра, сколько времени? Осталось, по-моему, около 10 минут, если не меньше. Михаил, у тебя сейчас проблема в том, что у тебя дата и так массив, понимаешь? А у тебя, когда компонент только первый раз рендерится, он еще не знает, что в дата есть еще какие-то категории. И он тебе говорит, что он не видит вообще этого property categories. Поэтому map вообще undefined. То есть у тебя при изначальном рендеринге компонента categories undefined. То есть, ты видишь set data, ты засовываешь еще объект. Да. А как мне, условия тут надо тогда поставить? Не-не, просто set data засунь response data. Это и так массив. Set data просто передай response.data. Так На 14 строке. Да, но set data, видишь, ты засовываешь туда объект, у которого есть response data. А ты должен просто передать без объекта, без ничего response.data. И это будет массив уже. Тогда ты сможешь просто прогнать map через Просто обратиться data.map. к дате, да. Да, вот. И теперь убери data.categories. Нет, оставь дату. Дату оставь, потому что дата у тебя Да. data.map. Да, вот. Дата... Он все равно ругает, там же надо было... Точка map. Put properties же надо. Так, не-не-не, у тебя дата массив. Посмотри, что тебе возвращает вообще response.data. А как я Console.log сделай в response.data. Посмотри, что там вообще находится. консоль, а где у меня тут консоль? В консоль, точка в Zen сделай console.log, data. Или тут сделай дата, да. И посмотри в консоли.
Не, в ретурне делай консоль лог, он не отработает, потому что, видишь, он принимает в себе, ну, круглые скобки, это значит, что он, типа, ожидает просто какой-то Правильно. HTML, А, если так грубо а говорить. там в Вырежи дате, эту строчку и у засунь тебя в ее дате не в находится 13. еще одна дата? Вот, я хочу это и узнать. Скорее всего, там находится еще одна дата, Микаэл. Ну, Laravel же Да. обычно возвращает дата. А Да, он response.data возвращает это дату, дата от а Axios. И, если скорее всего, тут... две даты Да, должно тогда, быть. Микаэл, response.data, .data. Да-да-да. Еще одна дата должна быть. Первая дата это Axios, то есть объект. И вторая уже, которая Laravel возвращает. Ибра, тут не работает консоль лог, то есть я не могу отсюда вывести. Это же у меня сторонний. Работает. Вот видишь справа. Не-не-не-не. Видишь, у Тебе тебя в консоль самом надо этом открыть? есть, во фрейме есть консоль. Внизу слева. О, Внизу слева. Вот там, где окошко. Вот, да, ты получил массив из 12 объектов. блин, так бы и сказали сразу. Теперь я могу Вот. сделать. Дайте мне Да. еще 45 Видишь, минут. у тебя в дате находится еще одна. Во. Теперь у тебя массив. И теперь ты можешь просто прогнать дату прогнать через map. Он в мапе... Там же дата так, есть, food properties массив называется. Я не могу... Не, дата это дата массив. Дата у тебя хранятся сейчас категории. У категории есть food properties. Точно, да. да, убери food properties. Вот так. Мгм. Так, а этому что не нравится? Тебе стрелочную функцию надо сделать. Вместо function. Первым аргументом стрелочная функция принимает item, вторым индекс. То есть у тебя сейчас просто item, а вторым тебе нужен индекс. И теперь он тебе говорит, что object row типа undefined. Ну, ты здесь можешь просто написать HTML верстку. Вот попробуй здесь написать просто div Return и верстку, и да? вывести. Да, просто дивку А? вместо... Понял. Да, Да, выведи просто просто div. дивку с названием категории. Так. И здесь item.name, например. Там же внутри... название категории. Да, item.name. О, Вот, есть. отлично. Блин, отлично. ну уже нечестно, вы мне все подсказали. Да не, все нормально, брат. Ты же первый раз только пишешь на реакте. Это нормально. Я думаю, что зрители не будут против. Я думаю, что зрителей вообще не будет, да? Хамид пишет батл 3 против 1. Муртаз пишет, прогоните дату. Так. Да, Так, тут а- батл 3 в 1. Ну, просто Микаэл же не является фронтенд разработчиком. Это по большей части бэкенд разработчик, который что-то делает на фронте. По большей части или бэкэнд разработчик? Он бэкенд разработчик, и ну, он ассоциируется как full stack, то есть он может что-то делать на фронте, но на Vue.js, насколько я понял. Тогда Погодите, надо... дату. Может, было бы лучше, если бы он попробовал на Angular. Если Vue он... Я не Хаваш очень хорошо знает знаком. Vue. Суть Я была не в очень том, хорошо что- знаком с синтаксисом Vue. Я не знаю, насколько он похож. Смотри, Микаэл, я бы тебе посоветовал, знаешь, что объявите еще один use state, где уже были бы, например, данные foods. А на div, ну или на h2 навесит onClick, который будет засовывать твой новый use state foods данные конкретной категории. Понял? Ну, Да, то есть, чтобы он раскрывался как аккордеон. да. Не во. обязательно как аккордеон, чтобы он просто показывался при нажатии. А не легче это вот здесь сделать? Можно, Или например, и так и идет. Получается, надо вот здесь под этим добавить еще верстку. Вот так я. Не, тебе вот... Да, я могу добавить верстку? Не могу. Ну да, ты, кстати, ты можешь, но если обернешь и в круглые скобки, тогда ты и засунешь все это в один div, чтобы у них был один родитель. И внутри него ты можешь писать, элементы, сколько тебе нужно. Пишет. Так ты, вот тебе нужно все это обернуть в один div. ну, В div засунь h2. Берт почти прав. Но магазин
Видишь, Берт, у него плохой дизайн, поэтому все открывают, думают, да это халтура какая-то, и уходят. Вот, ты должен все это обернуть в один div. Во. Красиво. Теперь ты можешь у айтема пройтись по всем его этим блюдам. Так. Хаваш, наверное, удивится, когда будет смотреть этот стрим. Хаваш, если ты смотришь, прости. Прости, брат. Нет, так-то мы за тебя, Хаваш, мы прям за тебя. Не, в Мы за любом тебя, случае, чем все остальные. Мы за Челси. Хаваж победит, просто интересно это сделать и показать. О, все, мы сейчас видим Хаважа. Хаваш. Кстати, да, возможно, Хаваш параллельно стримит, как он делает в первый раз задачу на Angular. Кстати, вот если обратить внимание на задачи, то там есть пункт вывести количество всех блюд в категории. Его предложил этот Ахмед Тесла. И дело в том, что в объекте и так находится property count. Я не знаю, обратят ли они на это внимание. Первый пункт. Вот шестой. Шестой пункт, который ты добавил, вывести число всех блюд в категории вроде бы, да? Да. Будет интересно. Вот. Так, Хаваш у нас уже пишет плейсхолдеры. В общем, Хаваш сейчас будет заниматься то, чем мы зовем бизнес-логикой. Налаживать, так сказать, свое приложение. Но у него что-то сломалось. Интересно, что? Нет. Все норм. NG-модел. Классная штука, вот эти NG-модулы, то есть, они настолько универсальны, ты можешь туда все что угодно засунуть, и он увидит, что оно, изменилось. Так, что у нас в чатике? Я уже боюсь туда заглядывать. Да, бага, они поменялись фреймворками. Не совсем поменялись. Почему? Микаэл же... да, он же full stack. Но В некотором смысле они не поменялись, они другим фреймворком пишут, не тем основным, каким они работают обычно. Ну да. У Микаэла Хаваш пишет на фреймворк React. на фронте это Vue. Нет, у Микаэла Vue, а у Хаважа React. Да. Да, а сейчас Хаваш пишет на Angular, а Микаэл воюет с React. Ну, видишь, получается... Кстати, вот на прошлом стриме, когда бэкэнд разработчики батлились, по-моему, ты был, да? Да. Кто был на Go? Яхья Картоев. Яхья был, Яхья. Довольно интересный синтаксис у него был у языка. Такой очень аккуратный. Ну да. Но мне в таких языках не нравится, что там процедурно все пишет. Угу. Так, я опять себя слышу. Я не пойму, что это за мем, что PHP, он умирает и никак не умрет. Не, это было раньше, когда 5.6... Все постоянно пишут, что PHP умирает, но... Не-не-не, когда были версии 5.6... Так. Меня слышно? Вот, 5.6, там 5.4, 5.5, они были очень по слабой производительности, но начиная с 7 версии, они конкретно начали улучшать его, добавили там строгую типизацию, повысили вообще эту производительность. Сейчас, мне кажется, это лучший язык, на чем можно писать сайт, потому что, во-первых, у тебя есть строгая типизация, ты можешь писать какой-то предсказуемый код, но если ты прям заморачиваешься над этим. Брайм, знаешь, на что похож PHP? Он похож на богатую бабулю, которая никак не умрет, а родственники ждут, когда она отбросит копыта, чтобы завладеть наследством. Тут пишет, сколько времени осталось. Вот минус 5 как раз и уже осталось. прошло. Окей. Тут пишут, что PHP остались умер. те самые минус 5 от 40. Забаньте Азию. Я думаю, можно стать им. Кажется, время Я думаю, закончилось, можно дать верно? несколько минут еще. Согласен. Давай дадим вот до 21
30. Пускай они еще попрограммируют, потому что они только уже Отлично. освоились. Кто-то еще Хаважу пишет, какой-то пара 88, 10, 88. Так, я уже сам запутался. Все. Забудьте, что я сказал. Тем временем Хаваш у нас занят тем, что он пишет уже поиск, но у него пока что это не выходит. В чем же проблема? Интересно. В нашем чате обсуждают PHP, и все считают, что он все-таки умер. По-моему, мертвый PHP это сродни JavaScript, у которого неправильное ООП, и который вот-вот заменит тот же WebAssembly. PHP 8 вышла пустышка. А что это значит? Его по-моему, по привычке хейтят. Мне кажется, наоборот, PHP 8 добавится очень много типа классных штук. Особенно в плане типизации, то есть ты можешь уже указывать какие-то точные аргументы там. Не знаю, зачем такое вообще писать, когда большинство сайтов именно на PHP. Для своего дела он очень хорошо. Зачем вообще обсуждать PHP? Да, на нем же огромное. Ну, PHP написано. потому что в чате наши участники Подождите, там. Все? затронули эту тему. Алло. Но в целом, Так, учитывая, Хаваш сколько пишет всего на написано, PHP. Все. Ну, я не Дай все, мне просто слушать. это время закончилось. Так, подождите, Что пацаны, я пишет? немного сам запутался. Хаваш, ты нас Ау. слышишь? Слышу. Алло, 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 алло. Алло, Ты здесь, Хаваш? я тут. Да, вот сейчас мы тебя слышим. Я это... Давайте вы еще программируете еще 5 минут. 5 минут? Или Блин, еще 10 я минут. телеграм отключу, тут Или пипец 10, творится. 15, 20. 5 минут. Ну, как-то... Хорошо, давай, Хаваш, тогда давайте, продолжай. может, закончим. Мне кажется, просто сейчас мы бесконечно так будем сидеть, если время давать. Или еще сколько времени? Давай тогда закончим. Ну да, ну вот ты видишь, Михаил пока что даже первый рубеж не преодолел. Ну, давай Он 10 минут. только Мне тоже категории. хотелось бы поиск сделать. 10 минут и... Мгм. Давай Хорошо. напиши ему тоже, что 10 минут. Чтобы мы Не, долго он-то затягивали. пишет код, он пока что пишет. Ну, 10 Поэтому не минут будем его тогда... отвлекать. Я 21:35 заканчиваю. Я не знаю, я смогу Хорошо, или нет. Хаваш, да. Angular говно, официально заявляю. Смотри, Хаваш, просто присоединись к событию, получи event и дальше, ну, здесь точка, ну, ты понял, короче. у тебя Я всё такое. ни хрена не получу. Этот Angular, это худшее, что я во фронтенде пользовался. Да ну нахрен, блин. Телеграм Ты просто не умеешь его готовить. Я буду на чего? фоне слушать, Telegram выключу, хорошо? А то мне там много кто пишет. Ну, короче, Да, там Хаваш, уведомления. Хаваш, продолжай пишут, писать что код. Да, будильник, сирена, звук, что от тебя поступает Я много отключил. лишнего звука. Так, Михаил тем временем борется с синтаксическими ошибками. В чем же у него проблема? Так, у него выделяется конкретный блок. Скорее всего, у него проблема с тем, что он неправильно начал верстать, что ли. Мгм. Я бы на самом деле на месте Михаила убрал бы пока что строчки 27 и 29, на которые он ругается, и посмотрел бы, что там с сверсткой. А, вот мы сейчас видим Но Михаила. мы видели, что он выводит категории, он все-таки промапил, у него получилось их вывести. Но видишь, у него какая-то синтаксическая ошибочка. С чем она связана? Он прогоняется по категориям. У них он прогоняется по food properties, мапит их. А где открыт div? А, вот вижу. Видимо, там Вот. или У него... что-то со скобками, наверное, там слишком много скобок у него получается. Может, где-то лишнее. Да, там вроде бы включена формат кода, ну, который красиво оформляет код. Я не знаю, почему он не работает. По идее, должен был.
категории Food Properties. Ильяс подсказывает, Да, всё что верно. 31-я строка. Берите эту штуку. Так. Он сейчас снова будет писать этот код. И, возможно, мы сейчас увидим. Ему не хватает еще одной фигурной скобки на 30-й строчке. Михаил, если ты слышишь. Но это не точно. Мне кажется, это... Не, точно. Ему не хватает еще одной закрывающейся этой фигурной скобки. Михаил, ты нас слышишь? Поставь скобку до 29-й строчки. У него дело в том, что, видишь, стрелочная функция открывает фигурную скобку, но нигде ее не закрывает. На 27-й строчке. Да, кстати, если была подсветка скобок разноцветных, она была бы удобнее. Нет, тут нужно просто отладить, что не так. Ну вот видишь, это незаметная ошибка. Ибрагим, ты каким редактором пользуешься кода? Я PHP Storm. Я PHP-шник, я везде его пихаю. Блин, не туда, Михаил, не туда. На 29-й строчке. Так, где, что? Да. Вот на 29-й еще одна фигурная скобка, закрывающая. Да вроде нет, смотри, его когда Подожди, я все вот. это комменчу, она работает. То есть проблема именно вот этой секции. Ну вот видишь, у тебя стрелочная функция открывает фигурную скобку, но где ты ее закрываешь? Вот здесь открывает и здесь закрывает. Да. А штука, которой ты оборачиваешь фигурные скобки food property.properties, она же тоже должна быть где-то закрыта. Вот сейчас я их закрыл обе же. Фигурная вроде. Круглая скобка. Так, вот у нас div. Потом идет h3. Потом идет... А попробуй красивенько разместить все это. Там, по идее, должна быть какая-то формате. Если тут... Или советовал, решил все-таки оставить разбираться самому Михаилу. Не, давай, смотри. Properties.properties.map. Ты оборачиваешь вот туда, возвращаешь return. По идее, сюда. А то есть если ты закомментишь все это, Кстати, то это нас- заработает, да? Нас смотрит уже 30 человек, больше 30. Расскажите в чате, кто каким Один редактором дизлайк, пользуется. кто? Видишь, вот круглая скобка map. После мапа там две. Почему-то... ну да. Вот одна открылась. Вторая где? закрылась. Ну да, вот это callback функция, которая возвращает return. Вот. Закрыть. Во. Наконец-то хоть что-то получилось. Ох, Бахау не красиво. парчи. Тут А ты пробовал вебштормом пользоваться? Смотри, Михаил, Я вот как-то Михаил. сравнивал VS Code с вебштормом. Мне показалось, Вместо что property WebStorm name попроще. выведи лучше property price. О-о-о. Тут не так пишется стили, тут не так. Тут не так пишется стили, тут объектом пишутся стили. Через kernel case. Style принимает себе объект. Понял. Ибрагим, может, ему не стоит А только у тебя там, сейчас заниматься оформлением стилей? Согласен. Если это от меня зависит, Хамзат, то не sé. Так кто поставил дизлайк? Кого забанить? Признайтесь, вот кто? Кто же это дизлайк? Нам кто-то поставил дизлайк? Конечно. Я вижу, что Пацаны, уже Азиев Муртаз 21:32. удалил сообщение, так что, может, он? Удалите дизлайк, пожалуйста. А можете задонать? Потому что вы подсказывали мне это, а не поставили дизлайк. Зачем вы подсказывали? Какая же я. Это Азиев Муртаз. Вот он. Вот, я удивляюсь людям, которые ставят столько скобок. Зачем столько скобок, Муртаз? Что ты хочешь с этими скобками сказать? Сколько их вообще?
Если мне в личных сообщениях пишут со скобками, я сразу думаю, что меня ненавидят. Грубо, конечно. Обрати внимание, что тут повторяется name, и у food properties тоже name повторяется, поэтому где-то не нужно его выводить. Кстати, Бахаудин, недавно была скидка на WebStorm, по-моему, даже больше 50%. Жаль, я не успел купить. Там выходило около $20-30, кажется. Ну, где-то 1500. Это из-за того, что у JavaScript было день рождения, насколько помню. Хаваш вроде Да, точно. Я только под вечер, после того, как скидка закончилась, прочел эту новость. У WebStorm, да, у него много функций подключены уже из коробки, которые в VS Code приходится дополнять расширениями. Ну, как новичку, особенно WebStorm бывает удобнее, потому что вот там автоимпорты и подсказки лучше. Но особенно мне нравится работа с GitHub. У него очень удобная панель работы у WebStorm. Берт говорит, что столько скобок пропущено в коде. Ибрагим, я думаю, уже стоит завершать. Да, вот я тут говорил, а слышно было, что я говорил про дизлайки, там про скобки? Нет? Я думаю, уже стоит закругляться, потому что уже, Ну давай напиши уже отведенные 10 минут тоже. Короче, я говорил, что наша с тобой трансляция первая, которая заслужила дизлайк. Кто же его поставил? Обидно. Уберите дизлайки. Ну ничего, мы же программисты, мы вычислим по IP. Я все. Этот замер пишет. Все. Я печально должен признать, я вот эту вот просто ошибку свою исправлю и все. Не плевать. Хаваш, покажи свой пока что код, потому что мы давно тебя не видели. Мы давно тебя не видели в деле. Сейчас, вот так вот. Покажи свой код. Это самое худшее, с чем я работал во фронтенде. Сейчас у меня, во-первых, я ни в коем случае больше никогда не буду работать в код Sandbox, когда срочно что-то нужно сделать. Это просто пипец. Тут я сейчас... Можно я просто исправлю ошибки? Да, конечно, исправляй. Ну вот, которые вот мне ничего не дают сделать. Да. Мы никуда не торопимся, мы готовы. Я просто вот это вот поправлю и все. Тут оказывается, охренеть, в AngularJS ты не пишешь JavaScript. Ты следуешь правилам AngularJS. Ты должен делать, как скажет AngularJS. Ты такое делал? Ну, в директивах разве? Ни хрена, вообще нет. Если ты хочешь из массива categories, я закончил, короче. Если ты хочешь из массива долбанного categories вытащить 5 штук, ты нифига этого не сделаешь. Ты должен специально использовать в этой области какие-то изменения и сюда передавать массив. В React.js, во Vue.js ты просто можешь указать splice, там, обрезать массив и вытащить то, что тебе нужно. Не, я именно это говорю, что NG4, ну, это же директива, там ты не можешь, по сути... Почему в Vue.js это можно? То есть в Vue.js можно это делать, а тут это нельзя. То есть это тупо. Ладно, хорошо. Я сейчас бугуртю, но хорошо. Пойдем дальше. Я пытался следовать долбанной документации. И повторял, как вот указано во всех Stack Overflow'ах. Я эти долбаные... Это еще ничего. Ты увидишь, как Микаэл пытался слепить из классовой и функциональной компоненты что-то одно. Вот примерно как ты сейчас, как у тебя, такая же проблема у него была. Я миллион способов NG-модул сделал. Миллиард способов. И мне выводит ошибку. Там выводит ошибку в original file name is not defined. Не, а зачем тут, хотя... Так. Я хотел сделать так, чтобы... Фильтрация. Вот ты кликаешь, видишь, я смог сделать так, чтобы в зависимости от того, сколько ты выбрал, хотя тут должно быть там, 10, 15... Но это все равно не работает. Смотри, Хаваш, ты можешь
Смотри, ты можешь в NG4 и можно получить индекс, и по индексу вычислять, сколько предметов ты хочешь отобразить. Там, например, если ты хочешь 5, то и меньше, либо равно 5. И в этом Ну, случае у продукта сделать NG-if. можно, да, можно, кстати, было бы сделать тут. Там было что-то, вот я не буду писать, я не хочу жульничать, но там было такое, что можно было индекс А мы, получить. кстати, помогали Михаилу. Кстати, уже Надеюсь, жулики ты не не обидишься, так да? что Да можешь. так, Легонько. Ага, ну нормально, чё. Репетируя, подсказали. Мне бы кто-нибудь с Немного. этим долбаным Angular подсказал бы. Для меня самое сложное было это вытащить ответ от сервера. Это вообще... Ибрагим, О, уже 4 диза, вы чё? Вы куда, Ибрагим. пацаны? Что? Ибрагим, мы же Хаважу тоже хотели подсказать, правда? Конечно, но не знали как. Но не стали. Так, кто поставил дизлайки? Да Кто ладно, этот человек? да ладно, кто бы их не поставил, какая разница, главное 29 лайков. Мне вообще плевать, кто бы эти дизлайки не поставил, это просто их мнение высказали. Главное, что 30 человек поставили лайки. Это самое крутое. Наверное, эти 4 человека поняли, что настолько круто, как Микаэл или я, не смогут сделать это задание таким. Не, скорее им не понравилось, наверное, что мы помогаем, потому что в чате были недовольны. Да нормально, чё. Так, Илес, закончили, пацаны, это да? лучшее, что ты мог в чате. Вот из всех, кто мог написать, написал сегодня Илес. Давайте никогда больше не использовать Angular. Это лучшее. Вот на этом можно было бы завершать трансляцию. Хаваш, Берду стало больно от твоего дизайна. Ну, извини, Берт, я не успевал все сразу же и продизайнить, и... Это пипец. Почему вы цену не вывели? Как мы узнаем, сколько это стоит? Ибрагим, давай перейдем уже к оценке, наверное. Ну давай. Ну, я Начнем мы, больше не буду наверное, ничего. с Амирхана. С Амирхана, ну, С как Хаважа делать? начнем. Хаваш, прокомментируй свой код. С чем у тебя возникли проблемы? Я видел, что ты очень долго не мог нормально сделать запрос, да? Да. Интересно. Сейчас 5 секунд. Property data not exist on type any. Значит, давайте я объясню, что тут творится. Я сам не знаю, что тут творится. Вот клянусь, я просто какую-то часть... Ну, я понял, кстати, недавно, вот после того, как я вот сейчас вот уже завершил, начал разбирать код, я понял, что никогда не используйте AngularJS во фронтенде. Это лучшее, что я могу сейчас посоветовать, потому что для того, чтобы в компоненте вам получить данные, вам нужно прежде всего обратиться к модулю, который называется HTTP. Это встроенный модуль, который есть, отдельно поддерживается, из коробки называется, то есть он входит в AngularJS. И его нужно подключить отдельно. Для этого нужно указать в ng-модул, то есть в глобальном твоем приложении, которое будет отображать все твое приложение в этой функции, нужно объяснить, что нужно подключить еще вот такую вот библиотеку. Ты не можешь просто взять и сказать: долбанный HTTP клиент, дай мне вот этот массив. Нет, ты должен сделать это именно так. Хорошо, мы идем дальше. Теперь, когда ты уже понял, что в AngularJS можно сделать так, ты должен теперь вместо того, чтобы нормальным человеческим языком написать тут JavaScript, ты должен вот эту вот часть, вот этот массив обрезать только в вот этом классе. Ты не можешь тут писать JavaScript код. Ты JavaScript разработчик, но не можешь писать JavaScript код там, где тебе говорят, что в принципе можно было бы написать. То есть тут тебе говорят: ну тут пиши JavaScript код, а тут ты нифига не напишешь, тут это не катит. Ну ладно, думаю, окей, хорошо, идем и дальше. Я потом решил: ага, AngularJS, давай-ка мы попробуем вывести данные. Для того, чтобы получить данные, тебе нужно использовать метод subscribe. А потом тебе из этого метода нужно вытащить с помощью... Ну, ладно, subscribe еще тебе что-то возвращает. Ты потом это передал все в массив, categories. Вытащил оттуда как нужно. К счастью, JavaScript тут работает. И в целом, в принципе, я смог получить данные, которые мне нужны. И, как видно, я отображаю те продукты, которые есть... Да, категории... Да, и категории в том числе. То есть категории я разделил на отдельный массив, а продукты... Наоборот, короче, вот категории, а вот продукты. И в целом я смог
по конкретной категории определить по названию Фильтраторы по категориям, да? Ну, нет, я ее не доделал. То есть я смог активную категорию определить. То есть если я сейчас, например, напишу тут PD, Ильяс Курскиев, там, кстати... Кстати, что это такое? Забыл. А? Что Это лодочка. Это лодочка. Какая связь с едой? Я не знаю, что Ну, это типа хачапури по-аджарски, если вы видели, что-то похожее. Только это турецкое блюдо пиде. Да-да-да, я понял. Пиде. Ну, хорошо, что пиде. Далее я все данные вывел, сохранил их, потом пошел в отдельную часть HTML. Тут для того, чтобы ты сказал HTML, что должен быть onClick, ты не должен писать onClick. Ты должен взять, открыть скобки и в них написать клик. Это не JavaScript, это не обычный HTML. Далее ты вызываешь функцию. Ну, наверное, можно было через ng-клик, через директиву, опять же. Вот это вот типа, по-моему, директива, как я понял, сокращенная директива, как я понял. Далее зачем ты звездочку ставишь? Нафиг ее ставить? Зачем ставить? Я не знаю, почему. То есть во Vue.js я еще хотя бы понимал интуитивно. Не, если ты поставишь без скобоч, ну, без этой штучки, то, скорее всего, он поймет, что это просто дата-атрибут какой-то. А он вообще не Типа это работает. дата-атрибут. Он работает. Не-не. Он не работает. Вот он не в работает. этом... Он думает, что это просто какой-то атрибут, типа дата, ng-for. А так ты ему говоришь, что это директива Angular. А почему Ну, это Ибрахим, насколько я понимаю. Ибрахим, у нас затягивается стрим. Мы сейчас начинаем разбираться с Ну да. Я тогда Angular. вкратце объясню. Я сделал выбор активной категории, и ее можно посмотреть тут, она вот выбирается. Сделал отображение всех категорий, сделал отображение продукта, и не было указано в задании, что нужно выводить стоимость. Было указано, что нужно выводить продукты. Да, согласен, ничего сложного. И в целом я все, что смог, сделал. Самое сложное для меня было это поиск отобразить. Я не понял, как это тут работает в Angular, хотя я все повторял, как было сказано, но это тут не работает. Вот это и Знаешь, есть... как бы я это, например, сделал бы. Я бы завел бы еще один этот properties в твоем компоненте, filter items, у которого всегда хранятся айтемы, которые подходят к фильтру. Адам Досхоев нам пишет в чате, нельзя забывать, что это обычный HTML, а не JSX в Angular. Ну, смотри, Адам, попробуй во Vue сделать вот это вот. Попробуй, просто сравни. Я не говорю, что Angular лучше Vue или наоборот, но во Vue мне было намного легче, например, обрабатывать массивы. Я тут хотел, знаешь, что сделать? Я хотел сделать splice и сказать, вырежи мне массив, и там до 5. Тут это нельзя сделать. Тут ты используешь массив, но ты не должен работать с массивом. Вот так я решил в Angular. Ну ладно, короче, это все, что я сделал. И вот так работает мое приложение. Так, давайте посмотрим, что у Микаэла. Вдруг он там уже доработал. Подожди, давай по коду. Пробежались бы по хаваженному коду. То есть у нас есть компонент. Ну, в общем, если не нужны вот эти рекомендации, то можем перейти к Михаилу. Просто можно было бы еще одно. Вот у тебя есть категория Products, ну или просто categories, и фильтр categories. И, например, если у тебя search value было бы пустое значение, то у тебя фильтр categories были бы все категории. Ну, то есть что-то типа такое замутить. Categories — это то, что никогда не меняется, а фильтр categories, он берет данные из categories и фильтрует их. Можно было бы так сделать фильтрацию. Уже тогда, может, переходите к Михаилу. Давайте. Как это у него сделано? Ну-ка, Михаил. Пару слов туда-сюда сделай. Так, вот. Ну, вы все видели, в принципе. Тут я практически ничего не успел. И даже то, что успел, мне все подсказали. Как мы видим, я успел только один пункт сделать. Вывести категории и все блюда. Если говорить о том, какие сложности у меня возникли, то изначально вот
даже сам этот инструмент, код Sandbox, с ним мне было сложно, Да. потому что когда пишешь div и нажимаешь tab, он не завершает эту верстку. Я привык, что у меня в PHP Storm, там я быстро, когда верстаю, пишу div, там tab нажал, еще что-то, tab нажал, все, выравнивает. Потом, Автодополнение. да, проблема еще была в том, что я не знал, что тут есть консоль внизу. Я не знал, как вывести значение в этих переменных. Я не мог посмотреть, что тут внутри находится. Ну и самое сложное было, наверное, вот этот use effect, как с ним пользоваться, как передать данные отсюда в сам шаблон. То есть если во Vue.js там есть view model, который в себе содержит все данные, и он и там доступен, то тут что-то было не очень понятно, как с этим работать. Ну да, тут подход вообще другой, на самом деле, отличается. Поэтому, наверное, было непривычно, когда ты резко начал вот что-то типа такое писать. Да. Но В в любом общем, у тебя случае, есть... мне очень понравилось вот писать на этом фреймворке, с той позиции, что интересно сейчас понимать вот это, как все работает. То есть отличия какие есть. А у тебя код Sandbox зависал, Микаэл, когда ты запускал, изменял значение? Что? У тебя код Sandbox зависал, когда ты менял значение? Нет, у меня с этим не было проблем. У меня разбираться... Тяжело вздыхает Хамаш. Короче, Так, в любом случае, тут в первых двух этих стримах мы не обозначали победителя, и это уже поднадоело. Тут очевидно, что выиграл Хаваш, поэтому его пояс молодца остается при нем. О, дизлайк ушел. Дизлайк. Я даже рад больше за то, что дизлайк ушел. Потому что пояс тебе оставили, они обрадовались. Ну смотри, давай признавать так. Ты бэкэнд разработчик, я фронтенд разработчик, и я в этой каше варюсь больше, чем ты. И, соответственно, я интуитивно уже понимал, что мне нужно делать. В отличие от тебя, где все инструменты и подход, который есть в React.js, он кардинально отличается от того, что ты делал. И мне кажется, что ты уже смог отобразить продукты и смог хотя бы сделать то, что я пытался сделать довольно-таки долго. Ну, мне, конечно, помогли очень сильно. Я думаю, если бы Микаэл вначале не потратил много времени на то, чтобы разобраться с функциональными и классовыми компонентами, у него результат был бы получше. Да. Вот этот момент у него отнял много времени. У Микаэла очень интересный подход был, когда он react.setState делал. This set state. Use state, да. Ну, чувак пытался как мог. Я понимаю, что вы React знаете. Я художник, я так вижу. Да. Чувак пытался как мог, и он в целом справился хотя бы с отображением. О, это был очень сложный опыт. Я когда первую трансляцию делал... В любом случае, для такого задания 45 минут это мало. Да, суть не в этом. Суть, даже если бы было бы 2 часа, суть в том, что от самого процесса работы с конкретной технологией ты ощущаешь больше боли и ты больше нервничаешь, нежели от времени, которое уходит. То есть меня больше даже волновало тут сразу то, что... два момента. Это, во-первых, что идет таймер, а во-вторых, дискомфорт из-за незнакомой технологии. Ну, у меня больше второе. Потому что, ладно, с первым, типа, время идет, и провалю даже ничего страшного. Я просто хотел какой-то результат попытаться отобразить в Angular. И я это смог с горем пополам. Но в целом смог. Что-то тут дополучилось. Наверное, это мой последний опыт будет работы с Angular. Ну, смотри, Халаж, у меня примерно такое же ощущение сейчас, что за каша, почему все не так, как в Vue. Но я думаю, это потому, что у нас были такие условия ограниченные. Мне кажется, тебе нужно попробовать обязательно AngularJS. Angular. Просто попробуй. Обязательно еще, знаешь как, включи код Sandbox
включай OBS, поставь таймер и начинай в код сэндбоксе на Angular что-то делать. Вероятнее всего, наверное, из-за того, что у меня трансляция шла, из-за этого, наверное, зависал код сэндбокс. Но суть даже не в этом. Такая. Все же делаю вывод из Angular и Vue, все же больше мне понравился Vue. То есть я, наверное, сейчас окончательно убедился. Потому что Vue, он интуитивно понятный, и порог вхождения у него намного меньше, чем в Angular. Для того, чтобы в Angular тебе понять, как сделать HTTP-запрос, тебе сначала нужно понять, что такое модули, и как вообще они работают, и как их прикручивать к своему приложению. Потом тебе нужно понять, что только через конструктор ты можешь взять и сделать что-то. А в Vue.js ты, насколько я знаю, там, по-моему, тоже есть из коробки. Микаэл, напомни, пожалуйста, как в Vue.js решается отправка запроса? Что ты для этого делаешь? Отправка запроса, ну, ты точно так же просто как пишешь на голом JS, просто это пишешь в разделе скрипт. Там Ну, есть... либо Axios, либо Fetch. То есть там нету такого this.http? Нет. Ты шлешь запрос, и потом у тебя есть какой-то объект, который доступен и там, где ты пишешь скрипт, и там, где у тебя шаблон. И ты просто через этот объект передаешь свои данные. И они автоматически синхронизируются. Ну, по сути, я сейчас подумал, то же самое, по идее, можно было бы сделать и в Angular, с помощью Fetch, например. Но почему-то я, когда увидел документации, что есть HTTP GET, я подумал, что по-другому нельзя. Нет, на Angular ты пишешь более предсказуемый код, потому что, видишь, ты его разделяешь по компонентам, по сервисам. Ну, не сказал бы, нет. Я, например, думаю, более предсказуемый в React.js. Потому что у тебя компонент сам, например, возьмем пример, как вот сделан у Микаила, у него в одной функции описано все, что он хочет сделать. И ему не нужно бегать, вот как, например, если смотреть на мой экран, ему не нужно бегать из одного файла в другой, где каждая логика твоего какой-то части твоего приложения описывается там отдельно. Опять же... Кстати, да, действительно, у Микаэла, да, и state, и запрос, и отображение, есть возможность использовать все это в одном компоненте. В этом и минус. Вы сейчас просто на маленький компонент смотрите, но когда там будут вот много событий, там on-click, on-change, ну, типа, будет сложно там переться туда-сюда, вверх-вниз. А так, когда у тебя вся логика разделена по компонентам, по файлам, то это лучше. Опять же, ты можешь в React.js контейнер сделать. Мне показалось, что Angular визуально сложнее воспринимается. Согласен. Именно его... Понимаешь, для того, чтобы понять, для того, чтобы понять Angular... Именно синтаксис тяжелее воспринимается. Да, вот ты прав. Для того, чтобы понять Angular, ты не можешь на функциональных компонентах написать что-то. Ты обязан знать, что такое OOP. Ты обязан знать, что такое MVC. И у тебя нету другого выхода, как сначала выучить ООП, более MVC. жесткие рамки. Да, тебе сначала нужно выучить это, тебе нужно понять, что такое Model View Controller, тебе нужно понять, что такое декораторы, тебе нужно понять, что такое... То есть тебе еще дополнительные термины нужно выучить касательно именно программистской части. То есть, вот, например, возьмем, что такое imports, declaration, что такое. То есть, и для того, чтобы вот это вот сделать, еще меня визуально, насколько бы я долго не работал с React.js, с фронтендом, визуально меня пугает вот это вот символ. Он меня путает. То есть, не знаю почему, но когда я вижу доллар или собачку, то, что в принципе обычно я не использую, мне кажется, что что-то в этом скрыто есть, и в какой-то момент мне может это очень сильно помешать. Не знаю почему. Опять же, ты не можешь написать функциональный подход тут. Ты обязан знать, что такое классовый компонент и классовый подход. И, соответственно, вот ты должен знать, что такое public, private. То есть это все тебе нужно понять, чтобы войти в Angular. И Angular идеально подходит для тех, кто ранее работал с каким-то строго типизированным языком программирования и ранее работал с какой-то другой библиотекой или с фреймворком. То есть это человек, у которого опыт, минимум уже 2 года, 1,5-2 года. Вот именно этот человек,
он поймет Angular. А вот, например, самый Или начинающий... кто целенаправленно выбрал Angular Да. Ну, первым. он уже осознает всю боль, которая его ждет, и он готов к этому. А вот начинающий человек, программист, который только решил изучить какой-то фреймворк, библиотеку, не думаю, что для него самый лучший выбор — это Angular. Самый лучший выбор, по моему мнению, хотя я работаю с React.js, самый лучший выбор — это Vue.js. Начать с Vue.js, а потом уже переходить, если есть желание, на React.js. Если же там хочешь сразу на React.js, то ничего страшного. Он намного легче, чем Angular. Вот так. Да не, я думаю, что Angular нужно просто один раз понять и дальше, не заморачиваться с тем, что там настолько все сложно. Но на самом деле там нету ничего сложного даже. Ну, Если тебе, вот так наверное, посмотреть. кажется, потому что обычному начинающему программисту сложно даже понять, что такое класс, понять, что такое паблик. Ну, это да. То есть это Ну, так очень круто. он-то в любом случае должен все это обучить. Ну да, то есть ему, понимаешь, чтобы сначала изучить технологию, для того, чтобы создать что-то на этой технологии, ему сначала нужно не только знать JavaScript, ему еще нужно знать какие-то методологии, какие-то правила, которые есть в принципе вообще в программировании. И... Ну, это знание, это развивает тебя как Ну да, тогда можно про что угодно сказать. Когда ты мотор чинишь, можно Да, сказать, ну да, действительно, знать, как чинить мотор тоже очень важно. Опять же, мне кажется, лучше всего не учить AngularJS начинающим. Вот сделаю такой вывод. Так что, если Микаэлу нечего сказать, есть что сказать, Микаэл, по React? Мне вот интересно по React, какой у тебя вывод касательно того, что ты сделал? То есть, как тебе React вообще, в принципе, кажется по сравнению я с тем? думаю, тут, смотри, когда я это делал, я все запихнул в один компонент, Мгм. и из-за этого тут каша получилась, непонятно даже где, скобка открыта и закрыта, полная это. Если бы я начал, было бы побольше времени и сделал это с разбивкой на компоненты, мне кажется, тут было бы очень даже неплохо. Мгм. Мгм. Но в целом у тебя делается примерно так, как обычно делается в React.js. Ты, вижу, из мэпа вытаскиваешь все, что нужно, и дальше уже возвращаешь в JSX разметку. В целом, ты как Вот бы эти сделал, как 3 обычно раза делается. turn, и вот это все. Но опять же, тут знаешь, прикол в чем? Ну да, по сути, можно было бы это вынести компонент, но я примерно то же самое у себя сделал. Или отдельно в разные дивки распихнуть мапы. Может быть, кстати. Писал вот этот Ну код, да, если было времени побольше, да, можно было бы разнести, конечно, по компонентам. когда я писал вот этот код, у меня все мысли были, вот как я бы это сделал на Vue, Мгм. как мне легко было там цикл сделать, еще что-то. И вот я, Просто, знаешь, блядь, у тебя в голове такие воспоминания, как ты радостно Vue там программировал, все делал, и тут злой React.js. да. Мгм. Я думаю, нам уже пора завершать. Сейчас Да. почти 2 часа у нас идет Я трансляция. думаю, вполне пора. Так что я не знаю. Пусть, наверное, там уже определят, кто что кому понравилось из React.js, из AngularJS, и сделают для себя какие-то выводы. Но в целом так, сегодня был довольно-таки интересный опыт не только в плане именно практики соревнований, скажем так, но и в плане оживления стрима, который у нас изначально возникла проблема. И пусть сейчас новички, которые боялись на батлы выходить, посмотрят и ходят спокойно. Ничего нет. С одной Да, стороны, согласен. с одной Да, стороны, вы в любом случае посмотрят. молодцы. Новички посмотрят на батл программистов с опытом, и вряд ли они так согласятся после тех проблем, с которыми вы столкнулись. ну не Может, думаю. анонсируем какой-то следующий батл? Кто может следующий выйти? Я сейчас пока думаю, кто есть там, парочка людей. Посмотрим. Есть еще предложение от Мархива. Он предлагает, говорит, что насчет информационной безопасности по пен-тестам. Просто Кстати, не это выйдет. было бы интересно. Да, мне тоже было бы попробовать интересно вот такой формат, хотя в пен-тестах разбираюсь, но не очень сильно. Но если кто-то есть, кто увлекается пен-тестами и хочет попробовать посоревноваться с Мархивом,
то почему бы не попробовать? Это было бы очень интересно посмотреть. Если после батла еще минут на 20-30 ребята в общих чертах объяснят, что к чему, это будет вообще великолепно. Что именно? Именно по безопасности. Ну да, и вот небольшую лекцию минут на 20-30, я думаю, это будет интересно и познавательно. Ну да, можно будет по безопасности нам созвониться или списаться с Рамзаном, может, еще с кем-то, чтобы мы или отдельный стрим более интереснее провели. И на этот раз я буду стримить как ведущий, и не будет такого, что я буду бегать в свой код и сначала бежать обратно в OBS. Так что вот так, в общем, ведущим Del Rascal, что поучаствовали. Я не знаю там, насколько интересно вам было и насколько остальным было интересно смотреть то, что мы тут творим, пишем, говорим. Опыт был очень интересный. Вот я хочу предложить тогда Михаилу выйти уже тогда, ну, чтобы немного исправиться, выйти уже на бэкэнд батл с Мухаммадом. С Имангазалиевым? Да, на Laravel, например. Что мне тяжеловесов ставите? Еще знаешь, мы, главное, все посмеялись так, как будто мы... А? Дайте мне новичка какого-то. Микаэл, мы будем тебе подсказывать. Ну давай. Да не, мне кажется, на бэкэнде Михаил бы показал все свои способности. Ну, я из этого говорю, что бэкэнд для Михаила это просто второе я. Так что, если я сейчас вникну в бэкэнд, это будет как у Михаила с фронтендом. Кстати, действительно, давайте батл Микаэла с Хаважем повторно, только уже по бэкэнду. Это будет больно. Я думаю... Зато честно и справедливо. Ну, на самом деле, честно говоря, было интересно попробовать. Я вначале как ведущий был, а когда попробовал сейчас побыть в роли участника, это оказалось довольно-таки потно, но интересно. Что тогда будем завершать? В принципе, я тогда вкратце сейчас скажу следующие вещи касательно следующих батлов и информации. И думаю, можно завершать. В общем, мы хотим сделать так, чтобы остальные участники, которые есть у нас в интернете, они тоже проявляли свою инициативу. Потому что хотелось бы, чтобы не только 2, 3, 4 человека пытались оживить сообщество, чтобы мы это совместно сделали. Ну, по крайней мере, по той причине, что если не мы, то кто? То есть кто, кроме нашего ингушского сообщества, будет поднимать ингушское сообщество? И если мы сами не будем стараться как бы усилия вкладывать, то так и дальше будут оживляться сообщества и дальше помирать. Это все идет к этому. Так что вообще эхеди зацнагасанши хахтар дали по React.js, по бэкэнду, по фронтенду, HTML, CSS, любой шунхахтар дали, у нас есть отдельный чат. Вот, если я не ошибаюсь, он идет вот тут. Internet Development. Ссылку я вам не могу сразу же дать. Единственное, что я вам могу сделать, это если вы перейдете на интернет, тут есть навигация. В поиске забить. И тут есть уже как бы отдельные наши чаты. Я скидываю ссылку, ну, точнее, скидываю сообщение, чтобы вы могли потом подключиться к этим чатам. Если у вас есть вопросы по дизайну, то есть этот интернет не только для программистов. Если у вас есть вопросы по дизайну, если есть вопросы там по программированию или почему-то еще, можете без проблем задавать эти вопросы. И у нас есть, скажем так, опытные люди, которые могут вам помочь, подсказать, там, ответить на ваш вопрос. Для этого эти сообщества и создавались. Так что ждем от вас инициативы, ждем, когда вы тоже будете именно к участникам сообщества обращаясь, чтобы вы тоже проявили желание участвовать в батлах. Постараемся вот этот вот формат продвинуть как именно в нашем сообществе в дальнейшем, сделать так, чтобы потом про нас узнавали больше людей. И будем, иншаллах, двигаться и помогать друг другу. Очень надеюсь, что интернет не помрет и будет так, что хотя бы какая-то активность будет у нас. Да, Лэндри.
Интернет как PHP никогда не умрет, но все говорят, что он умрет. Ну, PHP, говорят, умрет уже завтра, так что будем ждать. Ладно, тогда все, Диалрес Холшан, спасибо, что поприсутствовали. Было приятно пообщаться в чате. Все, давайте, ассаламу алейкум. Шанбистялху. Давайте, Александр.